Сборы коммунальных платежей и завершение строительства ряда соцобъектов обсудили на встрече главы с премьером республики. На мемориале памяти жертв осени 92-го в Назране сегодня провели большой субботник. Официальный праздник детства. Сегодня весь мир отмечает День анимации. Добрый вечер. Это новости 24. Янузбек Евкуров провел встречу с премьером региона Русланом Гагиевым и вице-премьером Багаудином Аздоевым, которые доложили по основным направлениям деятельности правительства и о текущем состоянии дел. Руководитель субъекта обратил внимание председателя правительства на необходимость личного контроля над вопросом прохождения отопительного сезона, сбора коммунальных платежей за услуги предоставления топливно-энергетических ресурсов и завершения строительства объектов социального назначения в районах республики до конца текущего года. Задачи и сроки их исполнения он обозначил по итогам рабочей поездки в Москву, где, помимо прочего, обсуждался вопрос социально-экономического развития республики в ближайшие годы. Масштабный субботник сегодня прошел на мемориале памяти жертв осени 92-го в Назране. Комитет по делам молодежи и МИНАС Ингушетии решили прибрать территорию перед проведением мероприятия, которое состоится 30 октября. Здесь также развесили тематические баннеры и портреты жертв 25-летней давности. Репортаж Юсупа Гелесханова. Работа по уборке мемориала с раннего утра идет полным ходом. В этом богоугодном деле может принять участие любой желающий. К ним можно отнести Ахмеда Балхаева. Услышав о том, что здесь проходит масштабный субботник по уборке мемориала, молодой человек решил поучаствовать. В первую очередь его сподвигло желание достичь довольства Аллаха. Ни один ингуш не должен забывать события осени 92-го года, считает активист. Субботник, да, хазачу, يرجال شيدوا مديان وصحابين فبوه بدحوا بيزرعوا حقا غانر يقين جبوت تعيا قريه وسلي تنو خوجو جدي حبوش بوش بناخا. С такой благородной миссией на мемориал памяти жертв осени 92-го приехали и все остальные. Несмотря на то, что активисты прибыли с разных организаций и учреждений, у каждого из них свои обязанности. Кто-то подметает, кто-то собирает скошенную траву, а учащиеся второй Кантышевской школы чистят помещение для зикра. Вся общественность республики готовится к этим трагическим событиям, к этой годовщине трагической. И мы со своими учениками, учащимися нашей школы, приехали сегодня сюда, на территории мемориала памяти жертв осени 92, чтобы подготовить вот эту площадку. Наравне с молодежью трудятся и представители старшего поколения, ведь этот мемориал всенародный. События, произошедшие в пригородном районе осенью 1992 года, коснулись каждого из нас. Участие в подготовке ко Дню скорби, который пройдет 30 октября, принимают коллективы Комитета по делам молодежи и Министерства по внешним связям, национальной политики, печати и информации Ингушетии. Здесь ожидается огромное количество гостей, людей. Будем вспоминать наших отцов, матерей, братьев, сестер, которые безвинно убиенные в те трагические дни 92 года, октября месяца. Есть такая фраза с Великой Отечественной войны: «Никто не забыт, ничто не забыто». И эта фраза должна действовать. Это наша история, это веха нашей истории. И события 1944 года, и события 1992 года, все это времена мы должны помнить. Кроме очистки всей территории мемориала, здесь также вывешиваются тематические баннеры и портреты жертв 25-летней давности. Памятное мероприятие, посвященное жертвам осени 1992 года, состоится в понедельник, 30 октября. Здесь планируется совершение коллективного зикра, чтение мавлида, и все собравшиеся сделают дуа за всех погибших и без вести пропавших. Юсуп Гелесханов, Султан Булгучев, Новости 24. Погибших и пропавших без вести 25 лет назад вспоминали в Джейрахской районной больнице. Там прошло памятное мероприятие, организованное управлением по делам религии при главе региона. Собравшиеся отметили, что эту дату ингушский народ будет помнить всегда, но вместе с тем не устанет трудиться и строить свое мирное будущее. Также участники встречи отметили, что на территории мемориального кладбища пройдет большое памятное мероприятие. Соберутся старейшины, молодежь и представители общественных организаций. Богословы прочитают коллективное дуа по погибшим. Ваша хитер иш чаг лархам болуч хетсон ханялчы шиқам баханси
شيء واحد جو متك تون تركم الله بر دوقم به أنا أقول حال ده خار دوستش تان الله تجدو حال تحت دو أجدو هم تون إيلج دو قم جان ده تون بالبولش بانه مسخان خلو خجي أقول شو بقدات أنا أقول خلو سيولش خل سيواتش خل أنا دال القرآن شو أستعيذ بالله فإن مع العسر يسرا خلو انتهى أحتو يهتو أيه دال. Память погибших и пропавших без вести осенью 1992 года почтили в сельском поселении Нестеровское. Старейшины села рассказали собравшимся о том, насколько важно не забывать важную страницу нашей истории. ويموت لي الرباحندوج وعادس لي الرباحندوج ويسوع برتسوع تأخذ الرباحندوج ده ليش تبين دياش ديك وتعشق دوخ لاتي ده المول ده تحيد ياخذ ديك ترخد ده المول. وبات هنا أرشد دينا هو اللي طلع إطلاش دينا هنا لاش أخير ده غاجت كش مشكلة تيجي ترلر هنا لين ور واقور قالمر مع ويش بقى خلش بقى أنا يالش خلد دوق ده علامة هنا زين تقياشر هنا بنشار دال гештолт, цвазут бенчар дал гаитм болб, тададиш вейн дал гештолт. За 9 месяцев погибли под колесами автомобиля 57 человек. Аварийная статистика, обеспечение мер безопасности дорожного движения и профилактика. Все эти вопросы были озвучены на прошедшей пресс-конференции в ГИБДД. Репортаж Микаила Тангиева. Эту встречу заместитель начальника управления ГИБДД открывает статистикой дорожно-транспортных происшествий за 9 месяцев текущего года. В нашем регионе за это время произошло 155 ДТП, в результате которых 57 человек погибло и 262 получили ранения различной степени тяжести. По сравнению с 2016 уровень аварийности на дорогах снизился, правда незначительно. По-прежнему пугает количество аварий с участием несовершеннолетних. На территории республики совершено 21 дорожно-транспортное происшествие с участием детей, в результате которых двое несовершеннолетних погибли и 25 еще получили ранения различной степени. На вопрос о том, каковы основные причины несчастных случаев на дорогах и с чем они связаны, заместитель начальника управления ГИБДД ответил следующее. В первую очередь это превышение скорости движения. По этой причине у нас совершено практически треть дорожно-транспортного происшествия от общего количества. Следующим нарушением, которое являющимся основной причиной совершения ДТП, это выезд на полосу встречного движения, нарушение правил дорожного движения. Что же касается пешеходов, то эта категория по-прежнему самая незащищенная. От летящих машин не спрятаться, не скрыться, а последствия для здоровья от наезда такого скоростного водителя самые плачевные. В лучшем случае переломы. Есть и другая сторона правонарушений – сомнительные действия самих сотрудников ГИБДД. Я считаю, что сотрудник ГИБДД неправомерно себя ведет. Что мне в этом случае, куда обращаться, как пожаловаться? Если вы полагаете о том, что сотрудник госавтоинспекции ведет себя неправомерно, во-первых, на патрульных автомобилях, на всех стационарных постах у нас размещены телефоны доверия. Вы можете набрать этот телефон на всех патрульных автомобилях, и на постах они есть. Поэтому вы можете набрать этот номер и предъявить свои претензии относительно, по вашему мнению, неправомерного действия сотрудника госавтоинспекции. Заместитель начальника отметил еще один не менее важный момент, из-за которого также случаются происшествия на дорогах. По поводу дисциплины участников дорожного движения. К сожалению, анализ совершения дорожно-транспортных происшествий на территории республики свидетельствует о том, что все эти дорожно-транспортные происшествия они возникли в большей части вследствие умышленных нарушений правил дорожного движения. И вследствие этих нарушений мы имеем такое количество погибших и раненых в республике. И здесь напрашивался вопрос по поводу недавнего ДТП на федеральной трассе. Был сбит парень, пешеход, и неизвестные скрылись, как известно, на машине, бросили ее, и в итоге парень погиб на месте. Я хотел спросить, что проводится, какая проверка по этому поводу, что известно, и как было известно, эти гонщики там гоняли на машинах, какое наказание их ждет? У нас имеется видеоматериал, в том числе моменты совершения этого наезда. В течение часа машина была установлена, задержана, он ее бросил
на другой территории и скрылся с места происшествия. Значит, водитель также был установлен, он задержан, возбуждено уголовное дело, ему грозит уголовная ответственность по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса, поэтому не будем опережать события, идет следствие. В ходе следствия следователи устанавливают все обстоятельства, виновен он, не виновен, будет в ходе следствия только установлено, соответственно, будут приниматься дальнейшие процессуальные решения. В завершении пресс-конференции Магомед Аздоев поблагодарил всех собравшихся и отметил, что и впредь сотрудники будут продолжать активную работу по снижению числа дорожно-транспортных происшествий путем проведения рейдовых мероприятий и взаимодействия с населением. Эти меры должны помочь нормализовать ситуацию на дорогах региона. Микаил Тангиев, Адам Кадзоев, Новости 24. 3 дня конкурсных показов в рамках кинофестиваля «Золотая башня» подошли к концу. Сегодня состоялось торжественное закрытие. 50 фильмов были внимательно просмотрены членами жюри. Какие ленты были удостоены золотой статуэтки, знает Мария Местоева. Позади 3 кинофестивальных дня, за которые на суд зрителей и жюри были представлены более 50 документальных и художественных фильмов из 15 стран мира. И вот на сцену выносят флаги стран-участниц «Золотой башни». Публика Ингушетия. До награждения, главной премии Гран-при, специальными призами кинофестиваля и дипломами наградили фильмы «Начало» режиссера Мадины Зортовой, созданные при поддержке национальной телекомпании, и «Улыбка лидера» Дугурхан Кадзоевой. Когда я впервые услышала про судьбу Константина Федоровича, и первое, что для меня впечатлило, я просто подумала, человек вот сам по себе, он не может выстоять и выдержать то, что выдержал и вынес он. Вот оттуда и пошло желание рассказать об этом. Причем рассказать не просто, а взять и эту судьбу раскрыть, дать понять, что получилось. Главный герой ее картины Константин Лавров тоже приехал на фестиваль, ведь фильм отснят по его автобиографическому роману. Очень сложно, потому что повторяется жизнь, ты вспоминаешь, и, конечно, хорошо вспоминаешь, когда хорошее. Но когда отрицательные вещи, когда ты вспоминаешь, конечно, это не очень-то, и душа начинает, конечно, она болеть. Но в связи этого фильма, в связи книги, которую я пишу, то есть я просто, допустим, в книге выдал все, что весь негатив, и с чем мне, может быть, стало легче. А между награждениями гостей развлекали своими композициями артисты эстрады. Хава Игиева с первых же нот заворожила зал своим голосом. Решением жюри приз за лучший документальный фильм 4-го международного кинофестиваля «Золотая башня» присудили фильму «Последний парад Беззаветного», который рассказывает о военном корабле и его команде, которая была готова защищать родину, несмотря ни на что. Товарищ командир, завтра вам в 6 часов, понедельник, в 6 утра сняться с якоря и следовать в район Босфора для осуществления слежения за американскими кораблями, которые войдут в Черное море. Эта же лента удостоилась специальной награды главы республики, которую из рук первого заместителя председателя регионального правительства забрал главный герой фильма. Я счастлив, что я здесь, вдали от моря, получаю такой замечательный подарок от такого великого человека, как ваш глава республики. Когда он совершал свой подвиг, и мы все прекрасно знаем и помним, и десантники учатся о нем, он был командиром батальона. А так вот этот корабль беззаветный, он приравнивается тоже батальону по сухопутному. То есть корабль 2-го ранга. Приз за лучшую мужскую роль получил Кирилл Плетнев за работу в фильме «3 дня до весны» режиссера Александра Касаткина. А гран-при фестиваля присудили картине «Храбрые воины» Нин Хайдзян, китайского режиссера. Какая масштабная картина, а какие каскадеры, как там все сделано, меня это потрясло. Это замечательный фильм. И очень хорошо, что этот 1,5-миллиардный Китай сегодня приехал в Ингушетию. А вам спасибо. Я хочу своему ингушскому народу пожелать. Любите этот кинофестиваль. Вы посмотрите, какие гости к нам приезжают. С какой теплотой они говорят.
Завершился фестиваль символичной режиссерской хлопушкой. Кинофестиваль в Ингушетии «Золотая башня» объявляется, к сожалению, закрытым. Вот таким был 4-й международный кинофестиваль. Гости и зрители разошлись со словами «До новых встреч», но уже на 5-м кинофестивале «Золотая башня». Мария Мистоева, Дали Плиева, Рахман Цуров, Новости 24. Накануне Дня народного единства 3 ноября в каждом регионе страны пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». К числу выбранных площадок в Ингушетии относятся школа Адатов при Доме культуры Сунжинского района, башня Согласия в Магасе и Ингушская научная библиотека имени Джамалдина Индиева в Сунже. Форма заданий будет в виде теста и напоминает обычный ЕГЭ. Все участники диктанта, в этом году к ним присоединятся люди с ограниченными физическими возможностями и представители ингушских диаспор в странах ближнего зарубежья. Они получат одинаковые по уровню сложности задания из 30 вопросов, посвященных культуре, традициям и языкам народов России. Необходимо обратиться на любую региональную площадку его написания, либо в зарубежное представительство Россотрудничества. В прошлом году диктант был проведен впервые, почти 90 тысяч человек на сотнях площадках от Владивостока до Калининграда стали ее участниками. Итоги акции подведут ко Дню Конституции России 12 декабря. Что такое терроризм и экстремизм и как бороться с этим злом? Об этом говорили с учащимися Джейрахской школы специалисты управления по делам религии. Со школьниками провели воспитательную беседу. Не поддаваться на высокие речи псевдопроповедников, слушаться родителей и не пытаться истолковывать священное писание по-своему. Учащимся также объяснили нормы поведения за пределами родной республики и рассказали, как ни в коем случае нельзя себя вести. Также подняли и вопрос о разжигании межрелигиозной розни в интернете. Вот есть у нас некоторые, можно сказать, люди, элементы, можно сказать, как их назвать, я не знаю, что терроризм, экстремизм, все это, значит, называют его газоватым. Мол, воюйте или, например, защищайте чужие страны, отсюда уезжайте, там в Сирии, там Ливия, Ливан, вот, ну, называют некоторые арабские мусульманские республики, и вот друг друга убивают, и этим называют газоват. Это, значит, непременно, это ни в коем мере не газоват. Ислам – это религия мира. Ислам ни в коем мере не призывает к убийству людей. Надежда сквозь объектив. Благотворительная фотовыставка в помощь маленькой Ясмине прошла в Назране. Ее организовали активисты благотворительного фонда «Клуб добрых людей» и фотоклуба «Имаго». Здесь были представлены работы настоящих ценителей искусства в самых различных жанрах – пейзаж, портрет, стрит. Лучшие произведения были проданы с аукциона. Репортаж Маки Килиматовой. Рисовать любишь? Какая ты молодец. А еще что? Улыбка обалденно, согласитесь. Ясмина Хачукаева сегодня, несомненно, королева мероприятия. Море внимания и куча улыбок. Счастливый ребенок радуется, что все это для нее. В этот момент она совсем не помнит о бесконечных болях. У девочки липома спинного мозга и сколиоз позвоночника 4-й степени. Мир не без добрых людей. Сегодня в зале кафе Бейкер-стрит собрались желающие помочь девочке. По этому случаю организована благотворительная фотовыставка. Здесь представлено более 100 работ фотографов почти со всех уголков страны. Многие снимают недавно, но в их работах профессионалы уже видят потенциал. На выставке представлены фотографии различных жанров – пейзаж, портрет, стрит, и каждая из них впечатляет. Обычный снимок заставляет задуматься и вызывает желание узнать о его истории. Для того, чтобы собрать больше средств, в этом году помимо фотовыставки организаторы открыли сбор книг. Вырученные деньги также пойдут в копилку Ясмины. На липому нам сделали в Москве, а на позвоночник нам отказали. Сказали, металлоконструкцию нужно ставить только в 13 лет, так как в Германии уже были готовы ставить эту конструкцию. Счет на эту операцию у нас есть уже на руках. Но это огромная сумма для нас, почти 6 миллионов. Кульминационным моментом выставки стало посещение зала с живыми фотографиями. Выставка организована под руководством ингушского фотоклуба «Имаго» и клуба добрых дел. По сути, это инициативная молодежь, которая неравнодушна к чужой беде, и это их не первая совместная акция. В прошлом году ребята помогли тяжело больной девочке Аише Аздоевой. Молодые активисты планируют продолжать работу в благотворительном направлении. Мы хотим показать, что быть добрым – это очень просто, что для того, чтобы помочь кому-то, не обязательно
сворачивать горы, достаточно просто прийти, отдохнуть, то есть совместить приятное с полезным. Люди придут сегодня сюда в выходной день, отдохнут, увидят замечательные работы фотографов, угостятся чем-то вкусным и внесут свой вклад в лечение Ясмины. Это стало доброй традицией продолжать каждый год собираться, чтобы все фотографы, которые есть у нас, присылали свои работы. Люди приходили, смотрели, оценивали, покупали. Доброта и искусство актуальны во все времена. Подобные мероприятия в республике проводятся все чаще, и число людей, желающих принять участие, также растет. Я обошел выставку, мне очень понравилось, очень много экспонатов, книг и других предметов, установлены ящики для пожертвования. Скоро начнется аукцион, и мне кажется, что на одном дыхании пройдет эта работа. Я желаю нашей молодежи активнее включаться в подобные работы. В этом году я считаю, что работа еще лучше, еще краще. И надеюсь, что та сумма, которая сегодня соберется, будет намного больше, чем в прошлый раз. Красота спасет мир, и, скорее всего, известное выражение посвящено не красоте женской, а красоте душевной, людей, которые готовы жертвовать ради спасения других. Мака Келиматова, Магомед Урусханов, Новости 24. Идеальная осанка и растяжка. В последнюю субботу октября с 1999 года российские спортсмены отмечают День гимнастики. Это не только один из самых популярных видов спорта, но и один из древнейших. В Греции во времена Платона гимнастика входила в систему обязательного физического воспитания юношей. Несмотря на внушительный возраст этого вида спорта, в нашем регионе он получил развитие совсем недавно. Во Дворце спорта «Магас» открылись секции по художественной и спортивной гимнастике. Здесь занимаются ребята от 3 лет и уже делают серьезные успехи. Победу вырывают силой, но в рамках установленных правил. Наши юные самбисты удачно выступили на соревнованиях в Астрахани. Заработали 7 призовых мест. Подробнее об этом репортаж Хавы Евлоевой. Победителями не рождаются, ими становятся благодаря упорным тренировкам и воле к победе. Юному самбисту Амиру Аушеву, занявшему 1-е место на недавних соревнованиях в Астрахани, победа далась нелегко. В этот сложный вид спорта 3 года назад его привел отец. Мальчик учится в 5 классе и успешно совмещает и учебу, и спорт. Амир является примером для многих сверстников. На последних соревнованиях я был в Астрахани. Весовая категория у меня была 38 килограмм. Самая тяжелая схватка у меня была в финале. Я дрался с калмыком. Я одержал победу 4-0. Поздравить победителей соревнований приехал глава администрации города. Мэр Карабулака поделился, что старается всячески поддерживать ребят и пропагандировать спорт в родном городе. В первую очередь я стараюсь не пропустить ни одно мероприятие. Каждого ребенка, который победил или занял какое-то призовое место, мы всегда обязательно, как минимум, даем ему грамоту, вывешиваем баннеры с ребятами этими. Говоря о достижениях своих подопечных, тренер Ибрагим Чахкиев эмоций не скрывает. Он считает, что молодые спортсмены достигли хороших результатов. Даже любители знают, что слабым медали не даются. Но помимо постоянной работы над собой, каждому самбисту необходимо запастись удачей. Наши ребята выезжали и по дзюдо, и по самбо, город Астрахань. Оттуда 7 медалей привезли. До этого выезжали в Калмыкию, тоже 6 медалей было оттуда. Да, вчера поехали 2 мальчика у нас, выехали на международный турнир город Нальчик по дзюдо. Сильный турнир был, наш мальчик 3-е место занял, медаль привез, очень отрадно. Еще одну золотую медаль привез из Астрахани наш юный спортсмен Беслан Кациев, который выступал в весовой категории до 55 килограмм. Астрахань на соревнованиях по самбо и занял там 1-е место. Самая тяжелая схватка была в полуфинале. Я обыграл его 8-0. Также вчера Беслан Кациев выступил на международном турнире по дзюдо в Нальчике и вновь вернулся с медалью. Кациев Беслан показал очень хорошую борьбу. Выход в финал, дополнительное время только уступил борцу из Армении. За 3-е место он хорошо показал схватку, хорошо отборолся, чисто выиграл. Ребята мечтают покорить весь мир, стать олимпийскими чемпионами и готовы для этого максимально выкладываться. А совсем скоро они отправятся на северокавказский турнир по самбо в город Ставрополь. Зарема Евлоева, Хава Евлоева, Магомед Дидигов. Новости 24.
Сегодня весь мир отмечает День анимации, который был учрежден еще в 2002 году в честь 110-летия публичного представления первой анимационной технологии. В этот день, в 1892 году, французский художник и изобретатель Эмиль Рейно устроил для зрителей необычное зрелище – оптический театр. Это событие стало прообразом современных мультфильмов. В наше время мультипликационные фильмы популярны наряду с полнометражными кинолентами. Их смотрят и взрослые, и дети, а снимаются мультфильмы в разных жанрах, от комедийного до драматического. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.